В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Около 90 новых случаев COVID-19 зарегистрировали за минувшие сутки в Якутии. Аэропорт Нерюнгри закроют на 4 месяца, в связи с чем выдвинуто такое решение. 150 спортсменов из 5 регионов Дальнего Востока. В Якутске стартовал чемпионат по кикбоксингу. 89 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за минувшие сутки в республике. Так, в Якутске выявлено 36 случаев, в Мирнинском районе 21, в Тампонском 10, по 4 пациента с COVID-19 обнаружили в Алданском и Нерюнгринском районах, по 2 в Вилюйском, Ленском, Мегиноконгаласском, Момском, Аймиконском и Татинском районах. Кроме того, единичные случаи заболевания выявили в Намском и Алекминском районах. Глава Якутии Айсан Николаев примет участие в торжественном открытии больничного комплекса на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену. Сегодня Айсан Николаев находится в Верхоянском районе в связи с рабочим визитом. Также планируется в ходе встречи с директором сельскохозяйственного потребительского кооператива «Полюс Холода» обсудить вопросы дальнейшего развития предприятия. Еще глава встретится с погорельцами, пострадавшими от пожара в 4-квартирном жилом доме. Исполняющий обязанности главы городского округа город Якутск Евгений Григорьев с утра совершил традиционный субботний объезд по проблемным участкам. Так, с участием обслуживающих организаций были осмотрены санитарное состояние территорий, образование наледей и переливы септиков в многоквартирных домах промышленного и строительного округа. Осмотрены уборки проезжей и прибордюрной части и разделительной полосы на городских дорогах Петра Алексеева, Курашова, Орджоникидзе, Сорона-Амалона и Ларионова. Кроме того, делегация пообщалась с жильцами многоквартирного деревянного дома по улице Гагарина, 4 в Портовском районе Якутска. Напомним, в конце января в одном из квартир дома случилось обрушение потолочного перекрытия. Серьезных травм удалось избежать только благодаря отсутствию собственников. Отметим, что на вчерашнем заседании КЧС было принято коллегиальное решение о рассмотрении вопроса переселения жильцов из аварийного дома. Но мы точно понимаем, что вот эти все 3 дома, они находятся в одинаковом состоянии. Сейчас я прошелся, посмотрел. И это ворота города Якутска, это воздушная гавань города Якутска. Это наше первое впечатление. Мы должны решить этот вопрос. Принципиально это понятно. Мы сегодня договорились с жителями о том, что в течение недели мы изучим вариант заключения здесь договора о развитии застроенной территории на строительство нежилого объекта в силу того, что здесь попадает ограничение 7-й шумовой подзоны. В течение недели мы этот момент просчитаем. Мы внесем предложение через неделю жителям по возможным путям выхода из этой ситуации вместе, как мы будем это делать. Мы это решение будем принимать вместе. Через неделю мы соберемся у нас в администрации и дальше сообщим, по какому пути мы пойдем. Зону для благоустройства Ленского района в 2020 году смогут выбрать жители города. Так, на сайте администрации Ленска стартовало голосование по нацпроекту «Комфортная городская среда». Юлия Золотарева расскажет подробнее. Когда дети выходят погулять, они выходят погулять на проезжую часть. В темное время суток вообще очень опасно. Опасность семья Александры Слепченко чувствует ежедневно. Ленчане живут на окраине города. Детских площадок во дворе практически нет. Приходится для прогулок выбираться в центр. Единственное место, куда дети могут выйти погулять, это вот эта площадка, и катаются с горки они вон под трубой. Востребованы не только детские площадки. Ежегодно ленчане обращаются в администрацию города с предложениями обустроить общественные места. Они попадают в программу формирования комфортной городской среды. С 2018 года ежегодно проводим голосование среди населения для того, чтобы определить общественные территории, подлежащие благоустройству. За 3 года преобразилась площадь Ленина. На ней рабочие обновили памятник, бетонное покрытие и пешеходные зоны. В городском парке для молодежи благодаря программе появился скейт-парк и уличные тренажеры. В этом году мы должны выполнить благоустройство детской площадки в микрорайоне Чанчик и спортивной площадки в микрорайоне Алроса.
Сегодня ленчанам предстоит выбрать проект на 2022 год, один из 3. Среди предложений мэрии – обновить сквер на улице Аюнского, благоустроить микрорайон Теплый Стан или организовать зону отдыха на улице Первомайской. Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на инстаграм-страничку или сайт городской администрации. Вбиваем в поисковой строке городленск.ру, ищем вкладку «Формирование комфортной городской среды». Перед нами появляются все 3 проекта. С ними можно ознакомиться, а ниже кликнуть понравившийся вариант. Регистрация не требуется, так что много времени это не займет. А уже в конце февраля будет определен проект-победитель. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Аэропорт Нерюнгри планирует закрыть на реконструкцию взлетно-посадочной полосы на 4 месяца. Все авиасообщения будут приостановлены с 1 июля по 31 октября этого года. Ранее ремонт планировалось проводить больше года. Сейчас же предприятия аэропорта Севера ведут согласование с правительством республики об изменении графика. Так как закрытие на 14 месяцев повлияет на работу аэропорта и жизнедеятельности района. Помимо этого, аэропорт Нерюнгри является запасным для аэропорта Якутск. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 27%. Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь. К этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Это уже 2-й перенос. Изначально перепись должна была пройти в октябре этого года. Предварительные итоги переписи после ее переноса на осень подведут в начале 2022 года, а окончательные результаты будут получены в 2023 году. Виды национального парка Ленские столбы украсили проездную карту московской подземки «Тройка». Такое оформление появилось благодаря совместному проекту Минприроды России и столичному метрополитену. Наш корреспондент в столице страны Айсена Бурнашова уже приобрела заповедную карту. Все подробности в ее материале. Карта «Тройка» является основным и самым удобным способом оплаты проезда на общественном транспорте города Москвы. И если классический проездной украшает тройка белых лошадей, то тематический оформлен уникальными видами национального парка. Приобрести заповедную карту с изображением ленских столбов можно в специальных автоматах, расположенных у центральных касс московского метрополитена. Стоит такая карта 50 рублей. И следует отметить, что вышла такая карта ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров. И срок годности стандартный, он составляет 5 лет. Карты с ленскими столбами можно приобрести на проспекте Мира, Белорусской, площади Революции и в ряде других центральных станций. Многие жители Москвы уже стали обладателями лимитированных карт. Среди них также есть и якутяне. 10 тысяч экземпляров для Москвы – это очень мало. Я так посчитала, если разделить на все станции метро и распределить по кассам, то это на одну кассу 30 штук всего. Я отчасти почувствовала себя коллекционером, и мне очень приятно, что у меня есть такая карта. Она как будто бы напоминание мне о Якутии. Проект начали разрабатывать еще в прошлом году в рамках развития экологического туризма. По мнению организаторов, размещение информации об уникальных заповедных территориях России на транспортных картах должно привлечь турпоток в регионы. На карте размещен QR-код, который предполагает переход на ресурс, где будет размещена как раз-таки информация о ленских столбах и, в общем-то, о всех заповедных территориях, по которым можно погулять и посмотреть. Ну, соответственно, опять же, сделать определенный выбор с точки зрения настройки своего маршрута и путешествия по России и заповедным местам. Московская «Тройка» с изображением ленских столбов уже 2-й по счету продукт Минприроды. Ранее были выпущены карты с Катунским заповедником на фоне высокогорий Алтая. Также в рамках проекта ожидается выпуск еще 3 территорий, расположенных в Московском регионе и в Республике Бурятия. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Перейдем к новостям спорта. Более 700 участников приедут в столицу республики на чемпионаты и первенства России по кикбоксингу. Об этом стало известно в ходе совещания по организационным вопросам предстоящих в апреле соревнований. Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников встретился с вице-президентом Федерации кикбоксинга России Александром Березкиным и оргкомитетом чемпионата. Основные вопросы встречи касались транспортной логистики, субсидированных билетов и дополнительных авиарейсов для участников соревнований. Участники совещания отметили, что уже обговорены вопросы размещения и питания спортсменов. Также на соревнования приедут представители ВАДА, которые проведут антидопинговый семинар.
Ожидаем, что этот чемпионат даст новый толчок в развитии физкультуры и спорта в целом, но и в частности в развитии кикбоксинга. В нашей республике имеются прославленные спортсмены, которые защитили честь нашей республики на крупных российских и международных соревнованиях. И связываем с проведением этого чемпионата развития и в целом этого вида спорта и появление новых имен на российской и международной арене. В Якутске стартовал чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу в разделе К1. Это самый жесткий раздел кикбоксинга. В нем помимо ударов руками и ногами разрешены удары коленями. Данный вид получил наибольшую популярность в силу своей зрелищности. За боями следила корреспондент Агафья Гоголева. 150 спортсменов из 5 регионов Дальнего Востока, в том числе и Якутии, будут состязаться за право участвовать на чемпионате России. В Якутске не впервые. Это у меня уже 4-й год. Хорошая организация, все нравится. Сам турнир тоже неплохой, насыщенный, такой хорошими бойцами, которые могут составить конкуренцию. Завтра будет такой неплохой бой с вашим земляком. Якутию представляют порядка 70 спортсменов из разных районов республики в 3 возрастных категориях – взрослые, юноши, юниоры. Мой тренер Наумов Никита Владимирович. Я занимаюсь этим видом спорта уже 4 года, имею 2-й взрослый разряд. Я сам пришел в этот вид спорта, меня заинтересовал он. Я с детства любил драться, и пришел на этот вид спорта. У меня сейчас задача выполнить кандидата в мастера спорта. Судьями поединков выступают представители разных регионов Дальнего Востока в количестве 12 человек. По их словам, соревнования проходят на высоком организационном уровне. Судьи представлены также из различных регионов, с тех же регионов, в которых приехали спортсмены. Сахалинская область, Амурская область, Хабаровский край, Приморский край и Якутия. Протестов нету, бои все проходят динамично, судейство честное, организация хорошая. Из-за пандемии бои проходят без зрителей. Прямую трансляцию можно увидеть на канале YouTube «Мой спорт». Отметим, что Якутск впервые будет принимать чемпионат России по кикбоксингу. Планируется участие более 750 человек. Мероприятие будет приурочено к юбилею триумфа первого чемпиона мира СССР Александра Иванова. Агафья Гоголева, Владимир Павлов, Якутск. Таковы новости к этому часу. Берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию.